Еўрарадыё.фм. Прывітанне, сябры. У студыі Еўрарадыё працуе Марыя Вайтовіч і наша гостя з Чехії Вероніка Кірушенко. Агой, Вероніка, як се máš? Mám se dobře, děkuji Máša. Děkuji, že jsi mě pozvala do studia a taky děkuji posluchačům Euroradio. Для тых, хто не зразумеў і, мабыць, трошкі спужаўся, не пужайцеся, толькі што я павіталася з Веронікай, запыталася ў яе, як яе справы, а Вероніка распавяла мне, сказала прывітанне... Маша, я могу сказать привітанне Маша, привітанне слухачи Еврорадио. Великий дякую, что покликала меня в студию. Я только сподіваюся, что мне не придется распроняться и начинать працаваць. 3,5 гады таму Вероніка Кірушенко прыехала ў Менск з горада Брно, каб выкладаць у Беларусі чэшскую мову. Полюбіла Беларусь, нават трошкі навучылася размаўляць на беларускай мове, нават трошкі стала разумець беларускі гумар. Ну, распранайся ды працуй, гэта знакаміты беларускі мем. Паважаныя слухачы, вы можете пакідаць свае пытанні да Веронікі пад нашым жывым эфіры у нашых сацыяльных сетках. Нагадваю тое, што наш жывы эфір транслюецца не толькі на нашым сайце еўрарадыё.фм, а таксама у Фейсбуке, Контакце, Одноклассниках. Вось, а мы ж пачынаем. Так вось, Вероніка, ці ты могла уявіць, што застанешся ў Беларусі так надолго? Совершенно нет, не могла представить такое. Ну, што ты чула, мабыць, пра нашу краіну ўвогуле раней? Вось, узгадай нешта, так? Якія былі першыя ўражанні, так? І што было пасля? Ну, честно сказать, я не так и много знала про Беларусь. Я помню еще в средней школе, когда мы проходили географию Европы, что в Беларуси нет гор, и я представляла Беларусь как такую страну, где только бетоновые площади. И еще помню, что примерно в 2012 году я читала в новостях, что какой-то шведский самолет разбрасывал медвежонет над Минском. Но это была такая очень известная история в Чехии, и я это представляла и думала, ну так, если настолько все серьезно, то, наверное, в Беларуси все плохо. Вот такие просто истории. Ну, але ж такие были истории, але ж ты все ж таки сюда приехала, так? После чего это было и что стало подставой? Я хотела выучить русский язык. Я перед этим работала немножечко в Америке и хотела быть дипломатом. И для того, чтобы быть чешским дипломатом, вам нужно знать хорошо два иностранных языка. Но я уже выучила хорошо английский, еще мне не хватало русского. И здесь появилась возможность преподавать язык. И так как я очень люблю чешский язык, я думала, что это хорошая возможность. И поехала на 3 месяца. Ну вот видишь, и здесь я уже 3,5 года. А мабыць, перад тым, як ты сюды пераехала, мабыць, тебе нехта былі нейкія знаёмыя, нехта нешта яшчэ распавядаў, акрамя тых дзіцячых уражанняў? Я помню, еще в Америке встретилась случайно с одним парнем из Минска на конференции. Я ему говорила, что я еду в Беларусь. Мы поговорили по этому поводу, потому что мне было очень интересно. Я действительно не так и много знала. И я просто помню, было очень смешно, он сказал, что без белорусского языка здесь никак. Без белорусской мовы никак, да? Да, вот именно вот так. И я начала очень волноваться, потому что, ну, я хоть как-то, да, понимала русский язык, но белорусский совершенно нет. Я даже не знала, если он похож на русский язык. Я помню, я пошла в книжный магазин в Вашингтоне и на английском им задавала вопросы, если есть какой-нибудь учебник на белорусском языке. И они меня не понимали и отвечали, что русский отдел вот это там. Я им говорю, что мне нужен белорусский язык, но они даже не понимали вот такое слово. Но это было, вот, да, это я второй раз вот встретилась с тем, что такая Беларусь. А кто был этот хлопец, який тебе, коли не секрет? Это был Франак. Ага. Напэўна, Франак Вішорка, так? Да. Я так правильно разумею, так? Ну, гэта вось недавно Франак Вішорка быў у нас в гасцях, у майго калегі, я нагадаю, ёсць шыкоўная праграма «Ідэя X», вось, дзе людзі распавядаюць аб тым, якой можа быць нацыянальная ідэя Беларусі. Франк сказаў, што Беларусь, яна такая, павінна быць такой сексуальнай. Вось ты згодна, дарэчы?
Я, честно сказать, не знаю, что он этим имел в виду. Я могу только представить, что секс — это то, что привлекает внимание. И Беларусь, ну, как минимум в Европе, в Америке не так и много привлекает внимание. Может быть, он это так имел в виду, чтобы просто это было более привлекательно для туристов, для бизнесменов. Я не могу представить, что это именно значит. Ну, тады, калі не можаш зараз уявіць, тады я прапаную вось вярнуцца да нашых пытанняў, так, і слухай, вось я памятаю, што калі ты прыехала, ты жыла ў студэнцкім інтэрнаце. Што гэта быў, па-першае, за інтэрнат? Ці былі нейкія правілы, ці былі нешта цябе было цікава, як паводзілі сябе суседзі, так? Вось памятаеш, згадай, вось першыя твои дні, 3,5 гады таму, нагадаю. Я жила в общаге 6 месяцев примерно. Это была общага факультета международных отношений. Чтобы сказать что-то позитивного, мне позитивно удивило, что там все было новое, там был ремонт, все там было аккуратно, чистое. Но это было, конечно, очень большой плюс. Я ожидала, что это будет намного хуже. Все меня пугали, что вот общаги на Востоке это будет ужас. Но я думаю, совершенно сравнительно с тем, что я знаю из Чехии. То, что меня очень удивило, это было поведение воспитателей или этих вахтерщиц. Я даже не знаю, кто это был, заместителей общаги. Вот это поведение, это было просто дикое. Потому что я уже взрослый человек, все студенты, которые там жили, это тоже уже взрослые люди, они же студенты университета. И к ним относились как к каким-то там детям, да, в лучшем случае. Очень высокомерно, и тогда вот это было мое первое впечатление, что просто самый последний человек, ну, без обиды, да, он должен показать, что он выше, чем ты, и что у него есть какая-то власть. И это было очень смешно, потому что, ну, я как-то говорила по-русски, да, это не было как китаец, который приезжает и совершенно ничего не понимает, не может ничего писать. Я была должна написать какое-то заявление. Эти тетки, простите, на меня кричали, как вообще такие люди могли приехать, же говорят, что в Европе умные люди, и вот видите, вы даже не можете заполнить заявление. Но так, да, были вот такие случаи, когда, конечно, это было очень неприятно. Но правил было много. Мне удивлялось, что мы, например, не можем иметь чайник, да, в комнате. То, что мы должны возвращаться, если я не ошибаюсь, до 10 или 11 часов, я не помню сейчас точно, но нам всем было более 18. Что мне еще удивилось, да, что когда я хотела продлить договор в общаге, чтобы они мне продлили визу здесь, то мне сказали в самый последний момент, что я должна отработать какое-то количество часов. Я говорю, в каком смысле отработать? Ну, это нужно там что-то убирать, вот это делать, это. Я говорю, почему мне вот такого раньше не сказали? Мне показалось, что это было просто лишь шантаж. Знаешь, как средство, как шантажировать студентов, если они с кем-то просто как-то поссорились или не делают то, что вот эти тетки из общаги хотят. А што здзіўляла яшчэ? Я ведаю, што як дзяўчына, якая жыла за мяжой, так ты прыехала і хацела, вось марыла, ты сама на пачатку эфіру гэта казала, так, вывучыць таксама і беларускую мову, так? Вось ці спрабавала ты, мабыць, нейкія курсы ёсць, ці што вось? Конечно, конечно. Я еще первые 2-3 месяца думала, что здесь белорусский действительно необходим. И старалась найти какие-то курсы, и я, честно сказать, себя чувствовала немножко глуповато, потому что мне везде задавали вопросы, и зачем вам нужен белорусский? Не только что не было никаких курсов, да, для иностранцев, но еще вопросы, зачем вам он нужен, же на нем никто не говорит. Да, это мертвый язык, и это постоянно, вот мне все говорили. Я после этого начала искать частного репетитора, но, честно сказать, тоже как-то не удалось. Не знаю, может быть, мне просто не повезло. Мне казалось, что, несмотря на то, что эти люди, конечно, знали белорусский язык, но они совершенно не знали, как его преподавать. И никогда не видели никакого иностранца, у которого русский это не родной, и который бы хотел выучить белорусский. И никаких учебников, даже здесь, в Минске, нет. То есть до сих пор я белорусский учусь так, что слушаю радио и читаю новости.
И иногда, конечно, говорю с моими знакомыми, которые смогут со мной говорить по-белорусски. І вось да гэтага пытання, я думаю, што трэба ўжо датычыцца таго, хто з табой сустрэўся вось у першыя дні. Ці я бачу, што ты ўсё ж такі мову вывучыла, так, і, ну, накшталт там ты разумееш, так, трошкі ведаеш, хто былі твои першыя сябры тут, і у якое коло ты трапила? Мне очень повезло, я считаю, потому что вот самое первое окружение, в которое я попала, это были такие творческие люди, в том числе журналисты. И они в большинстве разговаривали по-белорусски. Я сейчас понимаю, что вот это, наверное, меньшинство, но это то, что мне сформировало с самого начала, то, что я могла узнать больше про белорусскую культуру, про белорусский язык, про какое-то мнение, которое может быть здесь не мейнстрим. Да? И это, я думаю, очень ценную, и я за это очень рада. Ну, гэта дзякуй Богу, напэўна, што такая кампанія трапілася, гэта, ну, вельмі прыемна, але ж усё ж такі ты трапіла ў беларускамоўную супольнасць. Вось што ты можаш сказаць, вось чэсна, як яна скажа так, пра беларускамоўную супольнасць? Это очень сложный вопрос, но лично я считаю, что это одни из самых умных людей, с которыми я встретилась, в таком понимании, что я считаю быть умным, да, понятно. Образованные, либеральные, открытые, которые не только что понимают, что происходит в стране, в Беларуси, но даже понимают, что происходит в Европе, например. И мне, честно сказать, с этими людьми очень просто, потому что я всегда с ними могу найти общий язык. Несмотря на то, что ответить по-белорусски, например, я не могу, но считаю, что очень правильно, что хоть могу отвечать на вопросы по-русски, если они мне задают вопросы по-белорусски. Дякую вялікі. Сябры, мы прервемся на невялікую паузу, а пасля працягнем нашу размову. Нагадваю, што нашая госці Вероніка Кірушенка, якая пераехала з Чэхіі, каб выкладаць беларусам чэшскую мову. Заставайцеся з намі. Рэкі, што цякуць за далягляд, раптам памяняюць свой маршрут. Аблокі, што плывуць за неба край, назаўсёды застануцца тут. Гэта сон, сон, сон. Усё жыццё дзіўны сон. Рыбы, што маўчаць у глыбіні, таямніцы вод распавядуць. Папяровы змей у вышыні дапаможа вецер павярнуць. Это сон, сон, сон. Всё жыццё дзіўны сон. Аблокі, што плывуць за неба край, туманам і расою ападуць. Рэкі, што цякуць за далягляд, белым снегам долу палятуць. Это сон, сон, сон. Всё жыццё дзіўны сон. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Пры мікрафоне Роман Устінаў, каротка пра асноўныя падзеі. 14 снежня на сустрэчы з прадстаўнікамі расійскіх СМІ Александр Лукашенко назваў глупствам развагі пра тое, што Расія корміць Беларусь. Некоторые даже подсчитали, что за время независимости нам аж 100 миллиардов долларов отвалили. Ах, вот если бы мы это продали, да вот по такой цене, то, наверное, было 100 миллиардов долларов. То, во-первых, еще надо продать. Сегодня Россия хотела бы больше продать нефти и газа, но рынок не потребляет столько. А если бы еще рухнула экономика Беларуси, то и это бы не продали. 25 миллиардов кубов газа каждый год и 24 миллиона тонн нефти. Пусть даже без таможенных пошлин. Лукашенко таксама заявіў, што Беларусь атрымлівае ад Расіі крэдыты па стаўках, якія ў 3 разы вышэйшыя, чым прапаноўвае МВФ. У Мінску уручаць антыпрэмію для чыноўнікаў. Яе заснавалі арганізатары кінафестывалю Watch Dogs і ініцыятыва «Горад для гараджан». Яны хочуць высмеяць найгоршых мінскіх чыноўнікаў. На антыпрэмію прэтэндуюць 9 намінантаў. Сярод іх Мінгарвыканкам, Беларуская праваслаўная царква, Зелянбуд і следчы камітэт. Паводле галасавання лідыруе Мінгарвыканкам. Уручэнне антыпрэміям запланаванае на 16 снежня. У Расіі двое падлеткаў збілі дзяўчыну з Беларусі з-за яе знешняга выгляду. Ім не спадабалася мноства пірсінга і татуіровак. Здарэнне адбылося 12 снежня ў гандлёвым комплексе ў Саратаве. Начальнік міліцыі па Саратаўскай вобласці Мікалай Трыфанаў кажа, што зламыснікамі аказаліся вучні 8 класа адной са школаў. 20гадовая беларуска знаходзіцца ў бальніцы. А наперадзе ў эфіры Еўрарадыё выкладчыца чэшскай мовы Вероніка Кірушченка распавядзе, як змянілася яе жыццём пасля пераезду ў Беларусь. Роман Устінаў, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Сябры, мы вяртаемся ў нашу студыю Еўрарадыё. У студыі працуе з вами Марыя Вайтовіч. Я таксама нагадаю, што нашая госця сёння гэта выкладчыца чэшскай мовы ў Беларусі, якая прыехала да нас з горада Брно, Вероніка Кірушченка. Вероніка, яшчэ раз прывітанне. Прывітанне. Вернемся да тваёй працы. Так? Вось што ты можаш сказаць пра сваіх студэнтаў? Ведаю, што на твае курсы ходзяць і дарослыя, і дзеці, так? Вось чаму яны ходзяць, якія ў цябе ўражанні? Вось распавядзі, калі ласка. Студенты очень умные, очень добрые. Я очень довольна тем, что здесь могу работать с такими студентами. Прежде всего, они просто хотят поступить в чешские университеты, потому что если они хорошо выучат язык, они могут бесплатно учиться в Чехии, после этого там остаться, ну и найти работу. И это, конечно, то, что привлекает прежде всего родителей, да, чтобы просто детям нашли какие-то новые жизненные перспективы. Ну и почему именно Чехия? Я думаю, что там несколько факторов, потому что это по менталитету Беларуси близкая страна. Мы тоже славяне. Тоже язык не настолько отличается, как если, например, выучить немецкий язык. Да? Я думаю, в Чехии это мнение родителей белорусских безопасно. И это, конечно, очень важный фактор для родителей, чтобы просто отправить ребенка в страну, где все хорошо, все работает и там безопасно. Но это такие самые важные факторы. Я говорила, что белорусские студенты очень умные. По-моему, очень воспитанные, я бы даже сказала, более воспитанные, чем чешские дети. Если они должны сидеть и учиться, то они будут сидеть и учиться. Тем более они сами понимают уже с маленького возраста, что это для них очень большой шанс поехать в Европу. И многие здесь просто не хотят оставаться. Я думаю, что это естественно для детей и подростков. Але есть несколько но. Я до сих пор удивляюсь тем, насколько они не любят саму страну, Беларусь, белорусский язык, белорусскую культуру и так далее. Просто я помогаю с разными примерами. Да? Мы, например, вот это такая очень свежая история, проходили слово «малир». Малир — это художник, но тот, кто красит стены. Да? И я говорю, дети, вы знаете, малир — это был, например, Марк Шагал. Вы знаете, кто это был? Ну и сидит в классе, никто не знает. Да? И поднимает руку одна девочка.
Это, конечно, не исключение. Да? Вот 3,5 года подтвердило то, что дети действительно не знают, кто Марк Шагал, кто Светлана Алексеевич, кто Янка Купала и так далее. И тем более просто не только что не знают, но просто ответ, который меня вообще поразил, зачем мне это нужно знать, кто был такой Марк Шагал, зачем мне нужно знать, что такое Беларусь и белорусский язык. Да, несмотря на то, что мальчик очень умный, с хорошей семьей, но я думаю, это то, чему я очень удивляюсь. Но студенты, они умные. Гэта заўсёды шкада, калі такое адбываецца, але ж я ведаю, што не ўсе такія дзеці, не ўсе такія дарослыя. Слухай, а скажы так, ды калі ласка, у тебя былі таксама і дарослыя студэнты. Чаму ўвогуле вось людзі, на твой погляд, эмігруюць з Беларусі ў Чэхію? Я думаю, что это качество жизни. А сейчас уже даже не деньги, ну, конечно, деньги, они тоже играют большую роль, но там, естественно, просто высшее качество жизни. Вопрос, что это значит, да? Может быть, для программистов там ничего ловить, потому что здесь даже высшие зарплаты. Но если человек получает 500 рублей, он юрист, да, и должен работать, ну, непонятно где за своих 500 рублей, то в Чехии быть юристом, это самое престижное. Да? То есть я думаю, что они, белорусы, там ищут свои жизненные перспективы. Но знаешь, с другой стороны, я думаю, у каждого есть свой повод. Кто-то едет просто потому, что ему здесь холодно, не нравится президент, сказали так родители. Вот этих поводов очень много. Ну, дарэчы, сёння сапраўды у нас трошки холодно. Вось, спадзяюся, цябе не вельмі. Усё ж таки, я памятаю, калі Вероніка прыехала, яна ўвесь час казала, што вельмі холодно, але ж вось звыклася і засталася на 3,5 гады. Прости, Вероника, я купила в Чехии само теплое пальто, и наконец-то не тепло, да, когда я уезжаю назад в Чехию. Ну, шкада, то бок так. Вось, Вероніка, скажи, калі ласка, а вось ты сама ж, вось ты казала тут пра студэнтаў, так? А вось за 3,5 гады, што ты даведалася пра беларускую культуру? Каго ты, мабыць, можаш назваць беларускіх такіх дзеячаў, вось, ну, які чапляюся? Это экзамен, да, по белорусскому знанию? Цікаво, просто. Ну, смотри, я, например, знаю Марка Шагала с моих 15 лет, потому что это мой самый любимый художник. Ну, честно, я, конечно, знала, что он из Беларуси, но он не был самой любимый из-за того, что он был из Беларуси, просто так совпало. Но и вот книга, которая мне за последние 2 года примерно больше всего впечатлила, это была «Белые книги» Светланы Алексеевич. Не знаю, насколько тебе устроить такой ответ, но вот сейчас у меня в квартире висит большая картина Марка Шагала. Гэта вельмі прыемна. Ну, як. Вось скажы яшчэ, калі ласка, вось за 3,5 гады, так? А колькі студэнтаў поступила ў чэшскія вузы? Много. Я это не считаю, даже есть такие студенты, которые просто мне ничего не говорят, но наскидку, я думаю, за 3,5 года, я думаю, каждый год поступает именно из моих классов примерно 5 студентов. Ну, то есть это может быть около 15-20, которые действительно вот, выучили на B2, ну, на высокий уровень язык, и сдали экзамены и поехали в Чехию. Ну, гэта, я думаю, вынік добры, так? А скажы яшчэ тады, наколькі складана пераехаць вось вучыцца ці працаваць у Чэхію? Ці ёсць нейкія такія бюрократычныя праблемы, там, паперкі ці іншыя нейкія ёсць абставіны? Если человек задается целью, то ничего сложного в жизни нет, я считаю. Но если говорить более конкретно, то, конечно, я думаю, проще уехать студентами в молодости, выучить хорошо язык, поехать, выбрать университет, остаться и работать там. Да? Это, мне кажется, самый простой вариант. В этом самое тяжелое – это однозначно выучить язык. Все эти бюрократичные проблемы – это просто лишь какие-то бумаги, с которыми вы раньше или позже все равно разберетесь. Зразумела. Бюрократичные проблемы застаюцца ў Беларусі, так? Скажи, калі ласка, вось мы ўсё перайдзем да іншага пытання, так? З якімі бюрократычнымі пытаннямі ты сутыкалася тут? С большими.
коротко сказать, мы здесь хотели расписаться с мужем, но и нам этого не разрешили. Я тут скажу один момент. Так, Вероніка не тільки полюбила Білорусь, але ж і зустріла своє велике кохання тут. Ты говоришь про собаку? Прям уже думаю, что собака вельмі ўзрадаваўся, калі б гэта пашоў. Але ж мы працягваем. Ага. Выбачай. Ну, да, чтобы вернуться к ответу, мы хотели здесь расписаться, мы собрали все документы, которые даже подтвердило посольство, что они все правильные, действующие и так далее, и все равно нам отказали. То есть мы уже пригласили гостей, уже все спланировали, и в самый последний момент сказали нет, просто ваши бумаги не действительные, потому что там просто не хватает одной печати. Но Чехия вот эти документы, этот международный договор, с которого мы выходили, рассматривала по-другому. Да, но это, конечно, был очень большой стресс. Это было пару недель перед нашей свадьбой. Ну, то есть, наверное, все могут представить, что это все значит. Все были довольно невежливые, да, на мой взгляд. И вот это, конечно, была боль. Але ж ви все ж таки оженилися, так? І я ведаю, що твій муж програміст. Скажи, будь ласка, ну так. Но мы поженились в Чехии. Ну, пашанцавала, так? Я была, памятаю, на свадьбе так само, і свадьба была такая вельмі прыгожая, але ж у Чехії была другая свадьба. Легальная. Легальная. Скажи, калі ласка, вось наконт праграмістаў, так? У цябе тут муж праграміст. Няўжо у Чэхіі таксама дзяўчынкі так мараць выйсці, там, пабрацца шлюбам з праграмістам? Я ожидала этого ответа. Это очень смешно, потому что действительно так это просто все совпало. Но никто, конечно, сейчас этому не верит. Я думаю, что чешские девушки приезжают в Беларусь, чтобы просто жениться на программистах, выходить замуж, простите, за программистов. В Чехии это, конечно, совсем все по-другому, потому что программист, это совсем обычная профессия. Это не считается что-то такого престижного. Понятно, они получают выше среднего, это однозначно. Но если вы хотите жениться на кому-то крутом, то лучше всего жениться, наверное, на врачу, да, чтобы были бабушки, дедушки довольны. Программист это им ничего не скажет. Зразумели, так? Ты, хто мараць, просто з'ехаць у Чехію, знайсці там мужа ці жонку, так? Вось толькі што Вероніка дала сваю параду. Ну, гэта ўсё жарты, так? А на твою думку, беларускія жанчыны і мужчыны, вось ты тут сустракала шмат каго. Распавядзі твои ўражанні. Это очень сложные вопросы. Я считаю, что белорусские девушки очень красивые, очень умные, очень добрые и очень много работают. Я бы на этом закончила. Про белорусских мужчин я лучше ничего говорить не буду, чтобы никого не обидеть. Чему? Что яны не робят? Ці робят не так? Ну, я думаю, в большинстве они ничего не робят. Но я думаю, женщины здесь, конечно, делают намного больше. Но, может быть, это какой-то стереотип, но у меня сложилось такое впечатление. Даже чешский посол говорил в каком-то интервью, что белорусские женщины делают все для мужчин. А у меня тоже есть такое впечатление, и я, конечно, считаю, что это очень неправильно. А нейкая актыўнасць вось мужчын увогуле, там ці выступаюць ты месцы там у транспорце, ці увогуле вось як ты до гэтага ставішся, распавядзі? Это то, что меня очень сильно злит. Я не могу еще с этим до сих пор смириться. Я не живу прямо в Минске, я живу под Минском. Каждый вечер езжу на маршрутке. И кто там сидят? Ну, молодые мужчины, да, и стоят женщины, которые в возрасте их мам. Это очень обидно, и они ничего не скажут, чтобы не было вот никаких проблем. Ну, конечно, это что-то вообще невероятное, я до сих пор не понимаю просто поведение этих белорусских мужчин. И это не исключение. Даже когда просто вижу в метро беременную женщину, она там стоит, и просто мужчины сидят и делают вид, что они этого не видят. А калі жанчына просто стамілася, вось все ж таки мужчына павінен, на твою думку, ну, ці павінен такое вельмі складанае слово, але ж вось заступаць месца, напрыклад, жанчыне? Нет, так, по-моему, не звучит вопрос. Вопрос в том,
то кому это место более нужное? Если я себя чувствую хорошо в маршрутке, то почему бы я не могла уступить место пенсионеру? И я так и делаю. Да, то есть не дело в том, если это мужчина или женщина, но я говорю именно про молодых мужчин, которые не уступают место пожилым женщинам или беременным женщинам. Вот это то, что мне, конечно, задевает очень сильно. Ну, такое грубое поведение мужчин. И это, по-моему, не противоречится с моими взглядами на феминизм. Ну так, я думаю, тому що у радикальних феміністок часом заходить те, що ось не треба мені місця, так, не бери моє паліто, я все сама можу, так, ось як ти лічиш увогуле, ось коли мужчина проявляє таку активність, це добре? Я думаю, все, что показывает, что человек воспитан и вежлив, это хорошо и правильно. Так, дякую. Я думаю, що шмат хто зараз зрадувався. Ось, скажи, коли ласка, ти кажеш про активність увогуле, так? Але ж таку більш чоловічу, таку поміж, коли активність проявляється між там, ну, чоловіком у кожен день, так? А давай порозмовляємо про іншу активність. Я веду, що у Чехії шмат різних таких активностей, скажем так. Веду, что, например, есть, мне сябры показывают чешский кинотеатр, где показывают такое непрокатное кино. Вось люди вельмі мараць, каб гэты кинотеатр жыў доўга, таму яны дапамагаюць яму як можуць, прыносяць нейкія грошы, так і пасля там мяняюць колер крэслы і так далей. Вось якія актыўнасці яшчэ ёсць у Чэхіі, напрыклад, чаго, мабыць, няма ў Беларусі, ці ты не бачыш? Я думаю, вопрос звучит так, чего, что есть в Чехии, есть и в Беларуси. Да? Я думаю, что Чехия каждым годом становится более активнее и активнее. И я это вижу, например, у моих знакомых в моем возрасте. Вот такие активности, которые, например, ты описала, они довольно частые, да? Это не никакая редкость. Но я бы хотела поговорить про другое, да? Что когда я, например, говорю среди моей семьи, что я считаю, что каждый человек должен быть активный и заботиться про место, где он живет, они сразу меня упрекают в том, и что ты хочешь революции, ты хочешь на площадь, ты же все равно ничего не поменяешь. Я им говорю, нет, я про другое. Это тоже связано с этой активностью, про которую ты говорила, да? То бок галоўна гэта не просто там не абавязкова выходзіць на плошчу, так, я правильно разумею думку, дастаткова выйсці з дому, нешта зрабіць. Напэўна, у нас трошки падходзіць час до конца, так, таму я задам апошняе пытанне, скажу, шмат беларусаў, яны скардзяцца, што вельмі цяжка жыць у Беларусі, кажуць, што улада абвінавачваюць уладу ў тым, што у нас цяжка жыць. Але ж я веду, што Земана таксама ў Чэхіі не вельмі падтрымліваюцца. Я вельмі здзіўлена, што ўвогуле ён зараз прэзідэнт. Скажы, улада ці не? Хто вінаваты ў тым, што жыць цяжка? Все. Но, конечно, это всегда в голове. С этим я согласна, что просто проблемы всегда в голове. Но влада, конечно, тоже виновата. Она может как минимум помочь и не вредит. Дзякуй вялікі. З намі ў эфір, нагадваю, была выкладчыца чэшскай мовы ў Менску Вероніка Кірушынка. 3,5 гады Вероніка пераехала да нас у Брно і засталася вось так надоўга. Дзякуй вялікі, Вероніка, дзякуй слухачы Еўрарадыё. З вами была Марыя Вайтовіч. Заставайцеся з намі.